вроде доверенности, но вы прекрасно понимаете, что это идет саботаж решения политсовета, и вы, как лидер фракции и бывший член СДПК, теперь по решению политсовета, прекрасно понимаете, что вы можете подать в суд, эти доверенности есть. Мы, не лидер партии, не члены политсовета, не пошли бы на нарушение, зная, что будет такая реакция. Поэтому, пожалуйста, вы можете подать в суд, все эти доверенности есть, все прошло в рамках закона, устава и положения СДПК. Я прошу поставить решение политсовета на заседание фракции в повестку. Я вам еще раз говорю, все должно быть юридически правильно оформлено, поэтому будьте любезны, предоставьте мне копии, кто принимал участие. Я считаю, что кворума не было, и остальные члены политсовета, и более 20 человек, которые не присутствовали и не давали согласия на участие. Чтобы никогда не считать, вы должны были участвовать на политсовете. А теперь ваша позиция, я считаю, что она идет вразрез, вот еще раз вы доказываете, что вы идете вразрез с целями и задачами партии. Вы сейчас саботируете, второй раз саботируете, и вы нелегитимны сегодня даже вести заседание фракции, потому что вы уже не член партии. Это может делать, вы должны выбрать другого лидера фракции, который является пока членом СДПК. Вы нелегитимны. Сегодня ваше заседание нелегитимно. Ирина Юрьевна, не вам судить об этом. Мне об этом судить, потому что вы прекрасно тоже знаете, что я являюсь зампредседателя лидера партии, я член политсовета, и почему как не судить? Вы саботируете решение, вы в конце концов депутаты от партии СДПК и обязаны, как член политсовета и фракция от партии СДПК, мы обязаны рассматривать решение здесь на фракции. Вы поставьте вопрос в повестку, а там мы дальше будем решать. Были нарушения, не были нарушения, я не могу понять, в чем дело, в чем саботаж? Саша Борисович, можно? Да. Уважаемые депутаты, здесь не надо полемику устраивать. Считаю, что Саша Борисович у нас есть вопрос о фракции. На фракции это было еще не рассмотрено. Я думаю, он будет рассмотрен. И о легитимности здесь речи не должно быть. Другое дело, я солидарен с Шашаповичем, если не хватает именно ответов на вопросы, которые у него есть, надо дополнить, вот все, здесь не надо спорить. Что надо дополнить, доверенности, то, если уже это говорится. И мы рассмотрим этот вопрос. А сейчас поставьте на голосование. Вы являетесь беспартийным лидером фракции. Вы разве не понимаете, что идет нелегитимное заседание? Потому что, да, политрешение политсовета и лидером партии, он исключен. Ваша задача сейчас на фракции поставить вопрос в повестку, прослушать меня, потому что здесь больше я никого не вижу, кто был на заседании. Я думаю, на голосование поставьте, и все. Я уже примерно знаю, что будет, потому что я именно от лидера фракции сегодня идет саботаж решению политсовета. Вы идете вразрез, и вы не подчиняетесь решениям партии политсовета. Вы же прекрасно понимаете, что мы ничего правонарушения не сделали, закон не нарушили. Мы сделали согласно уставу. Если вы не пришли сознательно на политсовет, а теперь вы начинаете издеваться, что вот я не вижу доверенности, вы прекрасно понимаете, что от Абафи политсовет не могли мы нарушить устав без доверенности. Все у вас, да? Я хочу, чтобы вы подали в суд и в конце концов решили Я вам еще раз говорю, я членстве партии. не собираюсь подавать. Ну, мы тоже собираемся перед вами здесь, потому что все прекрасно политсовет. Пожалуйста, у вас есть члены политсовета живые, которые были, те, которые отдали доверенность. Мы как раз хотим убедиться в этом. Поэтому я, уважаемые коллеги, я ставлю вопрос на голосование. Кто за? А кто против? Кто против? Нет. Пожалуйста. Да. Так, пожалуйста. Татаран Добринчи Маселевича, Сюз, Вайна Мача, Бурона Фаншпиль, Варпик, Райчишки.